начинаем нашу акцию. Сегодня здесь, под посольством, я хочу вначале напомнить несколько правил, как мы проводим акции. Мы не выходим на дорогу, мы не кидаем ничего в посольство, мы разговариваем на языке мира, мы не используем слова ненависти, слова ксенофобии. Поэтому давайте начинать. И я бы хотела немножко рассказать о том, почему мы здесь. Мы здесь потому, что в Беларуси есть люди, которые уже много лет говорят как раз-таки на языке войны. Они используют шантаж, они используют язык провокации, а это то, что в нас пытаются вселить идеологически последние 27 лет, а может и дольше. То, что только война проявляет человека, только в войне можно понять, кто есть кто. Я не хочу войны, я не хочу жертв белорусов, кого бы то ни было. Я хочу, чтобы у меня был выбор, как жить. Свободно. Подожди к нам в порядок, мы уже быстрее лето. Не хочу свою жизнь, не от своих родственников, ни зачем бы то еще. Сегодня мы здесь, чтобы показать всему миру, кто те белорусы, которые на самом деле представляют Беларусь. И что за шайка бандитов, которые находятся за этим забором. Живи Беларусь! Я хочу, чтобы сейчас наша активистка Мария рассказала про петицию. Мы будем собирать подписи на протяжении всей этой акции. Недавно мы проводили его официально признали нелегитимным. Мы уже слышали неоднократно слова различных президентов стран Европейского Союза, где они говорили о том, что выборы в Беларуси сфальсифицированы, но это были только слова. Официального признания ни одна из стран ЕС до сих пор не сделала. Мы должны подтолкнуть их к этому. Поэтому мы собирали подписи под петицией, которую создала активистка из США Маша Забара, и вручали на бумаге Министерства иностранных дел. Но это не единственное, что мы можем сделать. Сегодня мы начинаем сбор подписей под требованием признать Александра Лукашенко террористом. Мы направим эти подписи в Агентство внутренней безопасности и в Генеральную прокуратуру. Нам очень важно, чтобы это было собрано также на бумаге, потому что это также средство давления на режим, и в том числе средство для того, чтобы держать Беларусь в повестке. У меня есть обращение, вы можете с ним ознакомиться. Оно написано юридическими словами, но вкратце здесь говорится о том, что кроме приземления и захвата борта Рейнар, миграционный кризис, который был искусственно создан, это все достаточно для того, чтобы признать Лукашенко террористом. Есть определенные критерии, по которым человек может признаваться террористом, и Лукашенко последовательно выполняет каждый из этих критериев. Поэтому, пожалуйста, подходим ко мне, подписываем 2 обращения. Нужно оставить свое имя. Достаточно написать, что вы в Варшаве, подпись. И мы будем собирать это каждое воскресенье. 9 воскресений мы собирали подписи под обращением о нелегитимности официальном. Теперь будем продолжать дальше давить на режим. Живи Беларусь! Я хочу пригласить выступить Анатолия Котова, экс-сотрудника администрации президента, который честно перешел на сторону народа. Добрый день, шановне господарство, добрый день. Яшчэ 5 год назад я знаходзіўся па іншую сторону гэтага флота і працаваў у гэтай амбасадзе. Але зараз мы ўсе разам з вами, таму што кожны павінен зрабіць свой выбор. А зараз рэжым Лукашэнкі робіць тое, што і робіць. І робіць ён, на жаль, гэта рукамі, так мовіць, калектыўнага Лукашэнкі, рукамі кожнага чыноўніка, рукамі кожнага сілавіка, які проста выконвае сваю працу. Нехта проста выдае візы нелегальным мігрантам, якія пазней прыязджаюць у Рэспубліку Беларусь.
з мэтай перайсці ў Еўрапейскі Саюз, і яны таксама ствараюць вялікую небяспеку для сябе і для тых, хто ахоўвае межы Еўрапейскага Саюза. Нехта фальсіфікуе статыстыку ковід і забівае беларускіх грамадзян у Беларусі, выконваючы акт геноциду беларускага народа. Нехта просто даносіць на сваіх суседзяў. І гэта все мелкія такія вось акты, мелкія рэчы, якія просто вынікам якіх з'яўляюцца просто новыя ахвяры беларусаў. Больш за 800 асобаў, якія прызнаны палітычнымі вязнямі. Тысячы сядзяць у турмах. На жаль, ёсць ахвяры і за кратамі. І моя думка тое, што сапраўды кожны з нас робіць свой выбар, на якім ён баку, на баку света ці цемры. І тыя, хто працуе зараз у амбасадзе, яны таксама павінны зрабіць свой выбар і спыніць прадстаўляць той рэжым, які не прадстаўляе нікога з нас. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Всем здравствуйте, меня зовут Алена, многие меня уже знают как соорганизатора акций сегодняшних. Сегодня мой личный день такой, сегодня ровно год, как мне пришлось выехать из Беларуси, 21 ноября, после репрессий мне и моим друзьям пришлось выехать из Беларуси. Я бы хотела еще раз выразить вам всем благодарность за то, что вы приходите на акции, за то, что благодаря вам, белорусам, повестка о Беларуси постоянно на слуху. Если бы вы не приходили на акции, если бы мы не говорили об этом, если бы мы не писали петиции, если бы мы не требовали, все давно бы о нас забыли. Спасибо вам большое. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! И сегодня Павел Павлович Латушко хотел присутствовать с нами, но, к сожалению, у него не получилось из-за плотного графика, но он передал нам обращение свое. Сейчас мы хотели бы его включить для вас. Кто собрался сегодня каля амбасады Беларуси в Варшаве за вашу деятельность, за вашу активность. Хотел бы так само звернуться до белорусских дипломатов, які знаходяться за этими стенами, за этими мурами, які працягваюць служить этому режиму. Режим здійсняє злочинство супраць белорусского народа, супраць нас, белорусов. А і злочинство сёння і супраць усёй Европы. Гэты диктаторский режим уже перайшоў все межы. Ён уже уступил в агрессию адносінах до европейских краін, до Европейского Союза. Тому яшчэ раз мы павінны падкрэсліць, што гэтае злачынства супраць Беларусі, супраць Европы павінны быць оценены з пункту гледжання права. Яны павінны атрымаць правовую кваліфікацыю як акту міжнароднага тэрарызму. І мы будем гэтага усе намагацца. Нам вельмі важно быть разом, нам вельмі важно не перепынять нашу борьбу и шукать все максимальные способы для того, как достигнуть нашей меты. Как Беларусь была свободна, вольна, как яна сапраўды была краіной, якая стварае вакол сабе сяброў, якая сябруе і развівае адносіны. А сённяшнія дыпламаты маўчаліва падтрымліваюць тое, што робіцца на наших вачах, злачынствы. І яны молчки становятся соудельниками этого злочинства. У вас яшчэ есть выбор, заўсёды есть выбор. Нават до апошняй хвіліны гэты выбор ёсць. Але зрабіце яго зараз. Будьте разом з беларусамі, будьте людьми. Живе Беларусь! 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 Зараз я запрошую юриста команди НАУ Артема Паскаловича, який розповідає про цю ситуацію, яка зараз сталася. Добрый день, паважаныя сябры. Вельмі рады, што мы працягваем збірацца, нягледзячы на тое, што пагаршаецца надвор'е. Шкада, конечно, што нам усё яшчэ прыходзіцца збірацца,
але гэта вельмі важна, тому што на сённяшні дзень рэжым выкарыстоўвае дзесяткі тысяч мігрантаў у якасці зброі. Рэжым працягвае утрымліваць дзесяткі тысяч беларусаў і закладнікаў унутры Беларусі у абставінах захопу ўлады, у абставінах акупацыйнага рэжыму. І мы можам назіраць, што выкарыстоўваючы сілу, рэжым падводзіць нашых еўрапейскіх сяброў і партнёраў да таго, каб яны зноў собраліся зрабіць одну памылку, уступіць з ім у перамовы, уступіць з ім у дыялог, у торг, каб вырашыць свае пытанні. Мы ж сабраліся тут сёння з вами, каб дапамагчы ім яшчэ раз растлумачыць і звярнуць увагу, што гэтае пытанне можна вырашыць толькі адным чынам. Не прызнаваць Лукашенко прэзідэнтам, прызнаваць Лукашенко тэрарыстам, узбуджаць крымінальныя справы в універсальнай юрысдыкцыі, прыцягваць да адказнасці, аб'яўляць у вышук яго пасобнікаў. Мы сабраліся тут, каб нагадаць дыпламатам, што яшчэ ёсць час сысці з дыпламатычнай службы, ёсць час сысці з дзяржаўнай службы, сілавых органаў. Гэта не дапаможа пазбегнуць адказнасці, але гэта дапаможа паменшыць колькасць крымінальных артыкулаў, па якой гэтыя людзі будуць прыцягнуты да адказнасці справядлівым судом у Новай Беларусі. Мы заклікаем еўрапейскіх сяброў і партнёраў да таго, каб яны зразумелі, што за калючым дротам праз 1 метр ад іх мяжы знаходзіцца небяспека. Сёння гэта небяспека ў выглядзе зброі мігрантаў. Заўтра гэта будуць наркотыкі, зброя і ядзерныя матэрыялы. Усё гэта ім абяцаў Лукашенко, і ён свае пагрозы здзейсніць, бо ён разумее толькі мову сілы. Яшчэ раз заклікаем падпісваць петыцыю да палітыкаў еўрапейскіх, да ўладаў еўрапейскіх. Наша асноўная мэта – гэта прызнанне Лукашенка тэрарыстам. Гэта паставіць крыж на ўсёй дзейнасці яго і хунты. Мы пераможам. Жыве Беларусь! Дякую велике. Зараз выступе Юлія Слилко, глава Стачком Аграрно-Промстрой в прошлом, сейчас активистка Варшавы. Всем здравствуйте. На протяжении года мы здесь постоянно собираемся. Когда-то я уехала из Беларуси из-за репрессий по отношению ко мне, к моей семье, лишь за то, что я хотела свободы. Я хотела свободно говорить о том, как я отношусь к политической ситуации в стране, о том, что меня не устраивает данный президент. И приехав сюда, в Европу, я думала, что здесь будет немножко свободнее. О том, что Европа не любит диктатуру, о том, что Европа может показать свою мощь. И что же видим мы сегодня? Европа постоянно озабочена. Они высказывают глубокую озабоченность о том, что происходит в Беларуси. У нас на протяжении года 1000 заключенных. И это не только официально признанные политзаключенными. Есть и другие, которых таковыми не признают. Это, например, по статьям, где, например, ударили ОМОНовца. И таких людей много. У нас есть дети, которые пострадали и которым сломали судьбы за то, что их родители вышли за свободу. А Европа в это время высказывает глубокую озабоченность. Давайте вспомним, сколько мы добивались санкций для нашего режима, который сейчас показал всем с помощью мигрантского кризиса на границе, что плевать он хотел на Европу. Он может развязать войну сейчас на территории Беларуси. И наши земляки будут там страдать, наши земляки будут там умирать. Сегодня он использует мигрантов в своих целях, а это тоже жизни, там тоже дети. И сегодня они страдают в этих лесах. И дальше Европа, опять же таки, высказывает глубокую озабоченность.
Единственный, кто хоть немножко предпринял попытку остановить все это, Польша, которая поставила ультиматум о том, что они закроют железную дорогу. Сколько это все будет продолжаться? Когда наконец-таки Европа поймет, что Лукашенко это старый больной дед, которому место в психушке? Я надеюсь, санкции, 5-й пакет санкций будут скоро введены. Потому что Лукашенко целый год показывает Евросоюзу о том, как он ставит Евросоюз на колени. Может, пора вставать с этих колен? Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Я запрошаю сюди Євгена Дудкіна, представника білоруської християнської демократії. Жыве Беларусь! Дорогие сябры, дзякуй вялікі, што вы прыйшлі, дзякуй арганізатарам. Сапраўды, гэта вельмі важна. Чаму? Таму што наша кожная з вами сутнасць, это значит, что мы с вами живые, это значит, что мы с вами змагаемся. Сегодня у меня плакат с фотоздымком Павла Севрынца и Татьяны Каневской. Одного человека, який лидер белорусских демократов, давно змагається, хтось сказав би, що стара позиція. З другого боку, чоловік, Тетяна Каневська, який недавно прийшов в політику, і хтось би назвав би нова позиція. Але поглядите, усе яны разом покутують за нашу з вами свободу, за всіх нашу з вами свободу. Хто давно у політиці і хто тільки недавно прийшов. То для режиму няма розниці. Але для режиму вельмі важна сховати ту правду, яку ведаем мы, і правду, про яку кажем мы з вами. Час, який ми зараз з вами проводимо, поглядите, гэта дзякую таксама арганізатарам, то што подпісы, то бок кожны раз некія ёсць метады, якія штурхаюць гэты рэжым, кожны раз абмяжоўваюць гэты рэжым. А з другого боку, знаходзячись з вами тут, за межамі, мы можем робіць тое, што нам забаранялі. І паглядзіце, як вельмі моцна паліваюць нас брудам за ту супольную акцыю дзяды. Палівалі? Палівалі. І гэты бруд працягваецца далей. Сябры, мы робім з вами вельмі важную справу. І то, што сказаў Вітольд Ашурак, а сёння паўгады яго ўжо забойства, беларус, беларусу, беларус. Напэўна, гэта можна сказаць только тады, калі мы з вами одна вялікая сям'я. Гэта вельмі важна. Вось шмат хтосьці з беларусаў не адчувае сябе часткай гэтай сям'і. Але вось я вас адчуваю. Я магу назвацца з братамі і сёстрамі беларусамі. І я думаю, што Вітольд Ашурак таксама гэта бы сказаў. Таму, такія сябры, давайте все-таки быць і працягнем вось гэту добрую традыцыю, збірацца, штурхаць гэты рэжым, паказваць яму правду, якую ён баіцца, і той рэферэндум, якую ён сапраўды спрабуе выйграць для сябе. Давайте мабілізавацца, ламаць яго планы, рабіць гэта крэатыўна, і я казаў адзін з нашых класікаў, рабіць гэта так, як робіць гэта ніхто іншы, і перамагаць. Верым, можем, пераможем. 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 Живе Беларусь! 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 Сейчас выступит участник анархистического движения.
Мы сегодня здесь, чтобы выступить в поддержку всех тех, кто оказался в заложниках политической игры. Игры, которую на первый взгляд начал Лукашенко, но которую поддержали европейские политики. Ведь сохранение европейских границ для них всегда было важнее, чем человеческие жизни. Беженцев создают диктатуры и войны, и мы с вами на этом убедились на собственном опыте. Сегодня мы говорим, что режим перешел границы, и это так. Режим и методы Лукашенко уже на территории Польши. Беженцам на границе не пускают независимых журналистов, гуманитарные и правовые организации. Только за первые 10 дней ноября волонтеры антиграничной коалиции сообщили о помощи гуманитарной, медицинской и правовой более 1000 человек в польских лесах за границей чрезвычайного положения. Более 40 смертей произошло за это время. И стоит понимать, что 1000 человек, которым была оказана помощь, скорее всего, нелегально были вывезены польскими пограничниками обратно на территорию Беларуси, несмотря на то, что они уже находились на территории Польши и могли претендовать на международную защиту. Выделенные 700 000 евро помощи гуманитарной от Евросоюза выглядит как насмешка. Ведь предоставлять мешок еды тем, кто просит международную защиту, это все равно, что предлагать аскорбинку тем, кто умирает от ковида. Это не гуманизм, это покупка индульгенции. Что такое режим Лукашенко? Режим Лукашенко – это несоблюдение законов и прав человека. Это законы, которые работают только так, как это выгодно властям. Это обеление своих действий с помощью пропаганды. И мы действительно видим, что границы Беларуси и Польши сейчас размываются, и режим проникает сюда. Мы считаем, что границы созданы искусственно, что у каждого человека есть право на безопасную жизнь, независимо от интересов правительства. Поэтому мы критикуем любой режим и находим свою близость и солидарность с теми, кто оказался марионетками в этой ситуации. Нелегальных людей не бывает. Свобода и солидарность. Сейчас еще хотела для вас выступить Яна Шостак, активистка, друг белорусской семьи, наша прекрасная Яна. Сейчас хочет для вас сказать пару слов. Мы, наверное, все знаем, что границу Лукашенко пересек уже давно. Это не первый год, и не второй, и даже не 10-й. Но у нас всех появилась смелость. У кого-то первый год, у кого-то второй, у кого-то 10-й. Нас стало больше. И я повторяю каждый день одно предложение. Я узнала, что у меня есть огромная семья. Я хочу обратиться к тем людям, которые смотрят нас сейчас в Беларуси. То, что мы тут, за границей, это не значит, что мы не стараемся, мы не убегли. Границы страха и ужаса у каждого разные. Каждый из нас старается помогать и поддерживать по-своему. Кто-то только встает на ноги тут, и это уже большая помощь. Кто-то из нас разговаривает с представителями заграничных диаспор, которые поддерживают людей, как и в Беларуси, так и тут новоприбывших, и это уже помощь. Кто-то из нас приходит на акции каждое воскресенье, и это уже помощь. Кто-то из нас пересылает средства в Беларусь разными путями, и это уже помощь. Кто-то из нас рассказывает про
ситуацию в Беларуси. И это уже большая помощь. Каждый из нас в том месте, где он находится, делает то, что может, с возможностями, которые у него есть. И это уже помощь. Спасибо вам, что вы не сдаваетесь, что мы все разными способами показываем, что Лукашенко перешел границы. И смерть 11 людей на границе – это его вина. Так же, как и всех тех людей за 27 лет его режима. Поэтому закликаю вас разными способами поддерживать человека по левой стороне, который находится возле вас, знакомого, который решил остаться в Беларуси, семьи политвязней, также самих политвязней, высылая им письма, а также голоса поддержки семьям политвязней. Мы все находимся в большом процессе. Мы не знаем, когда это все закончится. Кому-то из нас нужен рестарт. И помните, это всегда помощь. Даже если вы решили поддержать сами себя, вставая на ноги, чтобы дальше бороться с режимом. А теперь предлагаю минуту крика за всех тех, которых с нами уже нет, которых мы никогда не вернем. И я верю каждый день, что минута крика, которая родилась из бессилия, страха, ужаса, будет минутой крика силы и нашей упертости, потому что мы все будем и должны кричать, каждый на свой способ, до конца революции и один день дольше. И все способы хороши. За всех политвязней. Вспомните каждый эмоциональный роллер-костер, который происходит у нас каждого дня, когда мы встаем и не знаем, что будет дальше. Когда надо будет перевозить наши семьи, а когда уже это поздно. За более 1000 политвязней, которые есть поводле диссидент Бай. Прошу набрать вдох. И попробовать выкинуть из себя это зло, говоря, что он пересек границы.
верим, можем, переможем. 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 Ведь Варшава, спільна справа! 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 Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Сейчас выступит для вас руководитель молодежного хаба Олег Слабко. Дякую велике. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дякую всім, хто прийшов сьогодні на цю акцію. Дякую тим, хто приходить щотиждень на недільні акції. Шмат хто каже, що можна звертатися до Єврозв'язу, до Злучених Штатів, до інших країн, організацій по той, як вони допомогли Білорусі. Шмат хто каже, що усе залежить тільки від самих білорусів. Але ж ці ми не білоруси, ми білоруси. Ми зараз знаходимося у Єврозв'язі. Так, і ми можемо повпливати, і ми це робимо. Ми робимо усе те, що залежить від нас. Ми звертаємо увагу організацій, країн, їх керівників на те, що білоруська тема для самих білорусів актуальна. Что мы не забытые и не забитые, что мы по сегодня и далее будем змагаться за нашу волю, за наши правы и за то, как наша країна, наш народ были вольны. Наши деяния не застаются незауваженные. Про нас говорят, про нас памятают. И то, что мы выходим, то, что мы сегодня тут стоим, это вельми заминає и перешкоджає режиму. Шмат хто з них хотел бы, как мы змовкли, как мы перестали говорить, как мы перестали звертаться по допомогу, перестали быть солидарными и просить этой солидарности. Это значит, что мы все робим правильно. Это значит, что мы повинны протягивать наши змагання. Мы повинны быть солидарными. Мы повинны підтримувати тих, хто в Україні. Ми повинні підтримувати тих, хто приїхав сюди і потребує нашої допомоги. Ми це робимо і ми будемо це робити далі. Дякую всім і живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Беларусь! 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 А сейчас я хочу пригласить Наталью Попкову из Народной громады. Она также скажет свое слово. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живи и будешь жить! Але на сегодня Лукашенко, который показывает свое истинное лицо не только белорусам, но и Европе, который угрожает не только белорусам, но и всему свободному миру, должен понести наказание за все, что он делает. Мы видим, что Лукашенко не боится уже ничего и никого. Лукашенко угрожает Европе перекрыть газ. Лукашенко угрожает России. Лукашенко шантажирует Россию, правильнее сказать, будет союзным государством и делает, что хочет. Он показал, что он террорист еще тогда, когда приземлил самолет в Беларуси, чтобы взять в заложники основателя Нехты. И сейчас он продолжает показывать, что он это угроза. Угроза для всей Европы, для Беларуси и для всего свободного мира. Европа должна увидеть и услышать нас.
и должно понять, что мы, как бы мы ни боролись внутри Беларуси и за ее границами, мы не можем сами справиться с этим режимом, и что Европа должна помочь нам, потому что сегодня он загнал беженцев на границу, а завтра он перекроет газ Европе. И что Европа будет делать, когда у них не останутся энергоносители? Мы против того, чтобы Ангела Меркель, либо кто-то из других лидеров европейских стран имели хоть какой-то контакт с Лукашенкой. Мы, люди, гражданское общество Беларуси, мы истинные представители воли народа. И мы призываем всю Европу перестать беспокоиться за ситуацию в Беларуси. Мы призываем Европу, чтобы к четким действиям. Лукашенко террорист, и с ним надо бороться так же, как с террористом. Его надо честно судить европейским судом, либо белорусским, либо российским, не имеет значения. Но он должен сидеть в тюрьме, сидеть в изоляции. И чтобы у него не было вообще никаких средств навредить хоть одному человеку на этой планете. Мы разом, нас много, за нами перемога! 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 Спасибо! Встаньте вперед, пожалуйста. Может, еще кто хочет здесь мне сюда подойти? Именно хочу сказать именно о ситуации. Мы вышли, мы с Аней, мы простые женщины, белорусские, мы бабушки. У меня есть маленький ребенок, у меня дома остались малолетние внуки. Мы уже в Польше с марта месяца. Вообще мы уехали, улетали с Беларуси, нас вывозили правозащитники еще в январе. Я не из Минска, я из маленького поселка, практически из деревни. Когда я приехала в Польшу, я рассказывала, я выступала на всех каналах. Я рассказывала всем журналистам о той ситуации, в которой оказалась я в Белоруссии. Как мои дети и внуки, как мы с детьми и с внуками прятались в бане еще до выборов в мае месяце, просто за посты в телеграм-канале. Как мы были окружены 9 мая карателями. Володя Мозгон еще тогда привел прямую трансляцию. Как мы с дочкой сидели, прятались под столом, когда на меня завели уголовное дело, и к нам приехала опека. Я рассказывала, многие читали, писали, что это пиар, а я просто хотела донести всему миру, что у нас в Беларуси очень страшно, что у нас страдают женщины, что у нас страдают дети, что у нас страдают бабушки, простые люди. Это все всего лишь потому, что мы хотели честных выборов. Только лишь потому, что мы были наблюдателями на выборах. Мы хотели правды. Нам пишут здесь в чатах, не нужно втягивать детей в политику. Эти дети уже втянуты, они не виноваты в том, что они страдают. Они страдают потому, что их родители просто хотели правды. И дети страдали там, и мы это рассказывали. Не слышала нас Европа, не слышал нас весь мир нас не слышал. То, что мы просили, помощи просили. Мы писали плакаты «Сосна, моя родимая беда». Мы просили обратить внимание, что у нас действительно беда. Теперь же это коснулось всего мира и коснулось Европы. Если Европа пойдет на попятную весь мир, если не признают его террористом, бандитом, то он начнет дальше шантажировать. У него, кроме мигрантов, у него еще есть атомная электростанция. Я еще раз об этом говорю. От радиации Европа не защитится 4-метровым забором, так как не собираются защититься от мигрантов. Радиация не помеха забор. И когда нужно понять, что это обезьяна с гранатой, которая находится в центре Европы, признать его террористом и уничтожить, вы спасете весь мир и спасете, наконец-то, нас, белорусов и наших детей. Может быть, вы когда вот теперь это все узнаете, поймете и услышите о том, что мы вам полгода здесь говорим. Помогите нашей стране, помогите нашим женщинам, которые сидят в тюрьме, которые лишены общения со своими детьми. Это страшно просто, находясь в тюрьме, не видеть, как растет твой маленький ребенок.
И женщины эти сидят просто ни за что, просто потому, что они были на выборах наблюдателями. Я надеюсь, что сегодня очень много здесь находится журналистов, СМИ, и я надеюсь, что хоть сейчас мой голос будет услышан. Аня продолжит дальше. Здравствуйте, я Анна Коновалова. Я хочу начать свое выступление со слов, что я белоруска, что я горжусь, что я белоруска. Я горжусь своим белорусским народом. Считаю, что наш народ очень добрый, очень сопереживающий, который всегда помогает и помогал немощным, больным, тем, кто нуждается в помощи. Животным тоже. Сейчас у нас мигранты. Хочу спросить, почему политический вопрос Беларуси у нас ушел на второй план? Почему так мало перестали говорить о том, что у нас страдают каждую ежесекунду, у нас страдают белорусские граждане? У нас каждый день у нас в Беларуси, у наших же родственников, друзей, знакомых, незнакомых происходят обыски и их задерживают. Людей помещают на Окрестино. Окрестино все знают, что это пыточное, что там издеваются над людьми, бьют часами. А дальше происходит с нашими же согражданами, просто убивают их волю, убивают их личность, делают с них раба. Через это проходят наши граждане. У нас в Беларуси более 4000 человек, которые осуждены или находятся под следствием по политическим статьям. У многих из них есть дети. По самым грубым подсчетам, это больше 4000 детей. Это дети, которые видели обыски. Это дети, которые видели, как маму или папу грубо задерживают, а потом уводят неизвестно куда. Первые слова, которые произнесла девочка моей знакомой, она спросила: «Мама, тебя не били?» Есть детки, которые родились уже без папы и которые сделали свои первые шаги тоже без папы. Они страдают по-своему, они маленькие. Им тоже плохо. Я хочу сказать, что об этом надо не просто говорить, об этом надо кричать, потому что у нас в стране на самом деле беда. Беда с нашими согражданами, о которых мы не должны забывать и их постоянно поддерживать. Хоть как, словом, делом, материально, без разницы. Мы должны быть вместе и мы должны быть солидарны. Когда солидарны, мы сильные, однозначно. Живи Беларусь! Живи Беларусь! Живи Беларусь! Добрый день всем, добрый день, дорогие белорусы, добрый день, польская полиция. Я хотела бы от лица мамы многодетной, от лица юриста, к сожалению, в Республике Беларусь нет права, мне стыдно за это, сказать огромное спасибо тем политикам, которые не потеряли совесть. Польской армии, войску большое спасибо. Нам очень стыдно. Беларусь — это не Лукашенко. Мы действительно вам очень благодарны за то, что вы дали нашим детям, беженцам, кров, еду, пособие. Благодаря этому здесь мы живем. Мы очень благодарны. Мы очень хотели бы, чтобы Ангела Меркель была не только добра к избранным детям. Нам очень больно, потому что мы мамы, и наши дети тоже пережили ужас. У меня вот ребенок стоит. Мы когда переехали сюда, он меня все время стягивал подушки, покрывало, одеяло и накрывал меня.
Я порой злилась на него, но когда я поговорила с психологом, она объяснила, испытал ли он стресс в Беларуси. Я говорю, да. И она говорит, он себя укрывает. Меня забирали 2 раза. 1 раз 8 сотрудников, когда я была наблюдателем. И у меня этот ребенок старший остался один на улице и плакал. А 2-й раз ко мне пришли домой. И у меня маленькая, 8 месяцев была дочка. Я не знала, на кого ее оставить. И рядом вот этот ребенок. И они меня тащили на лжесуд. Поэтому я признательна всем. Тот, кто помнит о Беларуси, помнит о нашей страшной беде. У нас дети тоже пережили стресс, и мы просим в дальнейшем поддержки, потому что мы все хотим домой. Спасибо большое еще раз, Польша. Спасибо честным европейским чиновникам и тем, кто видит то, что у нас на Беларуси беда. Живее Беларусь! Сейчас я хочу пригласить проект Voices Belarus. Это проект, который занимается тем, что переводит новости, которые происходят в Беларуси, на другие языки, на английский, на все остальные. Потому что многие люди за границей не знают о том, что происходит в нашей стране, и нам очень важно, чтобы они узнали. Поэтому эти ребята занимаются переводом. Пожалуйста. Спасибо. Всем привет. Да, как сказали ранее, мы занимаемся переводом новостей на английский, но не только переводом. Мы делаем новости, мы пишем статьи о том, что происходит в Беларуси. На английском языке мы освещали очень плотно тему с мигрантами и доносили до всех европейских жителей, в том числе западных, англоговорящей аудитории, что на самом деле происходит в Беларуси. И это очень важно, потому что на наш проект подписаны многие политики, офисы, международные организации, и для них Voices from Belarus является действительно первоисточником тех новостей, тех событий, которые происходят в Беларуси. Поэтому, ребята, помните о том, что белорусскую повестку нужно продвигать в том числе и на английском языке, чтобы люди понимали о том, что происходит, чтобы им было понятно. И вы можете подписаться на этот проект, участвовать в нем. Если у вас хорошо с английским, вы можете помогать с переводами и распространять повестку Беларуси в другие страны. Спасибо. Я хочу также напомнить, что мы продолжаем сбор подписей под требованием к Агентству внутренней безопасности Польши, требованием в Генеральную прокуратуру о том, чтобы они признали Лукашенко террористом. Нужно собирать подписи на 2 листах, потому что это пойдут на 2 обращениях, пойдут подписи в 2 разные инстанции. Сегодня это первый день, когда мы только начали собирать. Вы можете приходить к нам по воскресеньям на Коперника, где мы собираемся обычно по воскресеньям. И будем собирать, пока не насоберем, насколько возможно, больше подписей. Если у вас есть возможность сегодня оставить, пожалуйста, оставляйте. Также можно приходить будет и на другие акции. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Друзья, мы понемногу будем заканчивать нашу акцию сегодня. Спасибо всем, кто пришел. У нас, наконец, несколько объявлений о том, что происходит в Варшаве и будет происходить в ближайшее время. Я сейчас передам по очереди микрофон тем, кому есть что для вас объявить. Во-первых, сегодня я хочу с радостью вас пригласить вместе сегодня поехать сразу после протеста на выставку «Каждодневные формы сопротивления», которые происходили в мире, в разных странах. Это, может, будет для нас хорошим примером и наукой, как нам развиваться дальше. А во-вторых, если вы еще не знаете, как поддерживать, помогать, предлагаю тоже присоединиться, например, к гражданской инициативе партизанок, либо одной из тех организаций, которые сегодня выступали. И еще одна последняя просьба. Давайте сделаем так, чтобы вы сегодня познакомились хотя бы с одним новым человеком, белорусом, белоруской, который тут находится. Спасибо.
Дякую за прапанову, за запрошение. З свайго боку, дзякую всім беларусам, што вы прыйшлі. Это цудоўна, гэта значит, што мы жывыя, мы актыўна, значит, мы працягам змагацца. Гісторыя настаўніцтва жыцця. І ведаеце, сёння шмат людзей кажуць пра рэферэндум. І такі рэферэндум быў таксама 100 год таму. І тады, калі беларусы рэальна байкатавалі, они нічога не атрымалі. Мобілізацыя — гэта то, што боится Лукашенко. И давайте сами мы инициировать свою программу, повестку дня навязывать. И тому, как ты люди, які раней змагаліся, далі свое жыццё, яны таксама ведалі, як змагаліся іншыя 100 гадоў таму. Гэта слуцкі збройны шын. Пры гэта ў скласці кветкі 27 лістапада каля помніка Тадеушу Касцюшкі, там, где мы были с вами ранее, где распочинали дзяды. Я запрошую вас о 18:00 27 листопада, суббота. Живи Беларусь! Мы заканчиваем сейчас нашу акцию, и я хотела бы напомнить еще раз, что мы, белорусы Варшавы, собираемся еженедельно по воскресеньям у памятника Копернику. Мы не представляем никаких организаций, фондов. Мы белорусы Варшавы, активисты, обычные люди, которые хотят, чтобы их жизнь была в их руках. О новостях, где будет проходить акции, вы всегда можете узнать в телеграм-канале, в инстаграме, в фейсбуке. У нас есть все каналы уже созданы для этого, для того, чтобы вы знали, где и когда можно прийти. Хотела бы еще сказать, что послезавтра, во вторник, мы подали заявку для того, чтобы пойти к немецкому посольству и выразить свое несогласие с тем, что Европейский Союз, и в частности госпожа Меркель, хотела бы провести переговоры с террористом. Мы с террористами переговоров не ведем. Я хотела бы сказать еще раз спасибо всем, кто сегодня пришел на эту акцию. Я мысленно вас всех обнимаю, и мы друг друга все обнимаем. Пожалуйста, берегите друг друга, одевайтесь теплее на акции, приходите, берите с собой чай, пледы. В следующее воскресенье мы опять будем писать письма политическим заключенным. Но мы будем это делать не на улице уже, а в молодежном хабе. Обязательно на наших каналах мы сделаем об этом объявление. Мы выбрали 12 часов в воскресенье перед акцией для этой инициативы, для того, чтобы максимально людей могло прийти, уделить этому внимание, потому что поддерживать политических заключенных — это одна из самых важных наших задач. Мы должны поддерживать этих людей, иначе потом мы получим просто больных, обессиленных людей, которые никому и ничему не верят. Тысячи политических заключенных. Самое малое, что мы можем, это писать им письма. Пожалуйста, не забывайте об этом. Спасибо еще раз всем. Живи Беларусь! 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 И если у нас это получится, мы можем еще сделать общее фото, если мы на эту сторону все перейдем. Ну, если кто-то хочет. Вот. Давайте попробуем. Нас сегодня очень много, это очень здорово. Но у нас такая традиционная общая фотография. Давайте когда переходите. Хорошо. Ссылку на телеграм-канал будет стоять возле стенда. Если кто еще не подписан, подписывайтесь, чтобы видеть новости, где и когда будут проходить акции белорусов Варшавы.
Живи